Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Уже второй день в Гудаутской центральной районной больнице находится группа медиков из Московского государственного медицинского университета имени Сеченова под руководством профессора кафедры терапии и профессиональных болезней Елены Поповой. Нашей съемочной группе удалось встретиться с профессором и узнать ее мнение о состоянии здоровья пациентов, находящихся в госпитале. Репортаж Сарии Кварацхелия. Наша съемочная группа не раз приезжала в Гудаутскую центральную районную больницу. Однако зайти вовнутрь и увидеть работу врачей с больными COVID-19 нам не удавалось. На этот раз нас допустили в так называемую чистую зону, откуда можно попасть в красную, но уже в экипированном виде. Здесь на нас одели защитные костюмы и разрешили начать съемку. Приехавшие в республику российские врачи уже приступили к своим обязанностям. Кардиолог, терапевт, пульмонолог Владимир Бекетов сопровождал нас в зоне, приближенной красной. Мы сейчас находимся с вами не непосредственно в красной зоне, а в зоне, приближенной к красной. Для того, чтобы в красную зону войти, необходимо обязательно наличие очков, наличие респиратора полноценного. И тогда уже можно работать именно там, в непосредственном контакте с пациентом. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 пациентов с коронавирусной инфекцией. Все они проходят необходимое лечение. За моей спиной находится так называемая красная зона. Зайти вовнутрь мы, конечно, не рискнули, нас бы и не пустили. Сейчас вы можете увидеть, как начался обход, и врачи общаются с заболевшими COVID-19. Прибывшие на неделю специалисты из Московского государственного медицинского университета имени Сеченова оказывают консультационную и практическую лечебную помощь. В частности, занимаются лечением наиболее тяжелых пациентов с COVID-19. Не хватает, конечно, оборудования. Я могу сказать, что до неприличия мало аппаратов для концентраторов кислорода, аппаратов для искусственной вентиляции легких, особенно расходных материалов, различные переходники, различные расходные материалы, которые необходимы. Есть также некоторые проблемы по оборудованию и организации ухода за пациентами. Имеется проблема и с обеспечением безопасности врачей. Лекарства. Я могу сказать, что аптека неплохая, лекарства есть. Лекарства есть практически все, особенно антибактериальные препараты. Скорее нет, конечно, новых, которые рекомендуются, содержатся в рекомендациях препараты новые для лечения ковидной инфекции, биоинженерной терапии, но, скорее всего, в ближайшее время они не понадобятся. Российские медики подчеркнули, что постараются поделиться опытом лечения больных с абхазскими коллегами. Также в данный момент на базе Гудаутской ЦРБ готовится помещение для установки компьютерного томографа. Ковидная пневмония, рентгенологическое исследование не позволяет в полной мере оценить тяжесть поражений легких. Помещение для компьютерного томографа готовится, и в ближайшее время планируется доставка оборудования, его комплектация, установка. Скорее всего, это потребует времени. И самое главное, все это требует, конечно, оснащения новым штатом. Что касается установки компьютерного томографа, мы очень ждем этого, надеемся, что это будет в ближайшее время. В базовую подготовку рентгенологов входят принципы диагностики компьютерно-томографических изображений. В республике есть рентгенологи, и я уверен, что прохождение краткосрочного курса повышения квалификации таких специалистов, чтобы они были готовы и смогли нам полностью помогать работать с компьютерным томографом, это возможно. Это тоже необходимо. Все заболевшие COVID-19 с первого дня распространения коронавирусной инфекции проходят лечение в Гудаутской районной больнице. Что касается российских специалистов, то они будут работать вахтовым методом. Через неделю их сменит другая бригада врачей. Сария Кварацхелия, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Мы также связались по телефону с врачом-реаниматологом Гудаутской центральной районной больницы Дамеем Зантария, который, находясь в так называемой красной зоне, рассказал о ситуации в госпитале и о том, как работают врачи. С ним беседовала генеральный директор ГТРК Ирина Агарба. Сразу после новостей в рубрике «Амши-Кушара Яцу» мы предлагаем это интервью вашему вниманию.
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 55 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 9 из них. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 7 человек было выписано. Таким образом, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 143. Из них 45 выздоровели. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Частичный карантин объявлен в администрации Сухума. У одного из сотрудников выявили коронавирус. По словам пресс-секретаря администрации Мадины Бганба, карантин ввели в экономическом отделе. Заболевшие и все контактировавшие с ним лица ушли на самоизоляцию. В данное время уточняется список контактных лиц. Личный прием граждан приостановлен, а заявления и обращения принимаются в штатном режиме. Президент Абхазии Аслан Бжания направил соболезнования своему сирийскому коллеге Башару Хафаз аль-Асаду в связи с гибелью граждан Сирийской Арабской Республики во время взрыва в Бейруте. Народ Республики Абхазия разделяет горесть этой трагедии, последствия которой станут тяжелым испытанием не только для ближневосточного региона, но и для мира в целом. Перед лицом этой трагедии желаю огромного мужества и стойкости семьям и близким жертв, скорейшего выздоровления всем пострадавшим, отмечается в частности в Телеграме. А сейчас о новых кадровых назначениях. Премьер-министр Александр Ангваб подписал распоряжение о назначении заместителем министра здравоохранения Абхазии Тенгиза Варданя, а заместителем министра экономики Теймураза Мигвабия. Министр просвещения и языковой политики Инал Габля побывал со знакомительной поездкой в Галском районе. Встретился с методистами районного отдела образования, а также посетил городские школы. Об этом наш следующий сюжет. Обсудить проблемы и возможные пути их решения, а также перспективы развития образовательной сферы Галского района. Основная цель рабочей поездки министра просвещения и языковой политики в приграничный район Абхазии. В рамках визита Инал Габля и представители отдела образования районной администрации посетили городские школы. Министр осмотрел состояние зданий и классных кабинетов, а также ознакомился с материально-технической базой учреждений. Инал Габля, заместитель главы Галского района Беслан Мурхба, а также методисты и заведующие районным отделом образования обсудили задачи, которые сегодня стоят перед РОО. Специалисты поделились своими успехами и достижениями, а также рассказали о существующих проблемах. По подготовительным группам у нас нет единой программы, и каждая школа, каждый учитель работает по своей какой-то индивидуальной программе, и мы вот работаем над ее разработкой. По 9 классу по всему району возникла проблема, потому что вот издательство Ладыжинское уже закрыли, и вот переходим на Бархударова, и вот что касается этого вопроса, мы просто запрос уже сделали. Если будет обеспечение вот этими учебниками, это будет очень хорошо. И плюс с 9 по 11 класс по литературе учебники хрестоматии уже лет 10, наверное, постоянно мы говорим, но никак не смогли пока добиться, чтобы мы это получили. В ходе встречи обсуждались основные направления учебной деятельности. Говорили о роли мастер-классов и тренингов в повышении квалификации педагогов. В этом году мы прошли курс переквалификации. Курс переквалификации английского языка с русским языком, потому что у них есть барьер при преподавании английского языка. Мы прошли этот курс, мы записали. У них была проблема перевода с русского на английский. Учителя знают английский язык, у них проблем с этим нету, но при переводе вот сложности возникают у них. Затем министр просвещения и языковой политики обсудил проблемы школьных и дошкольно-образовательных учреждений с руководством района. В рамках совещания Инал Габля сообщил, что учебный год начнется, как и положено, 1 сентября. Правда, если санитарно-эпидемиологическая ситуация будет оставаться стабильной и количество заболевших COVID-19 не увеличится в разы.
1 сентября мы надеемся, если ситуация будет стабильная и распространение вируса будет минимально, мы готовы открывать школы, детские сады. Если численность будет резко увеличиваться заболевших, то мы, соответственно, приостановим процесс и будем следить за развитием ситуации. Сейчас у нас есть 3 садика в Сухуми, где заболели родители. И сейчас мы будем тестировать всех детей. Остальных детей из этих семей оставляем дома. И будем наблюдать. После встречи со специалистами отдела образования Галского района министр просвещения и языковой политики посетил детский сад «Адзик» в городе Очимчира, где проходил праздник. На мероприятии также присутствовали представители администрации Очимчирского района. Гугут Савардания, Абхазское телевидение. 30 лет назад, 11 августа 1990 года, в Сухуми, в изоляторе временного содержания МВД, произошел массовый бунт заключенных. Вооруженные бандиты захватили заложников из охраны, освободили 70 заключенных из камер и в считанные минуты полностью завладели зданием, находящимся в центре города. Это дерзкое преступление всколыхнуло тогда не только Абхазию, но и весь Советский Союз. Как удалось обезвредить преступников и почему эта спецоперация считается уникальной, в репортаже Эсмы Голанце. Утро 11 августа в Сухумском изоляторе временного содержания началось буднично. Надзиратель Козмава, как обычно, открывал камеры и выдавал заключенным инвентарь для утренней уборки. Поворот ключа в замке и неожиданный удар по голове. В это время на пульт оперативного дежурного Тимура Шикерба поступает сигнал. Дверь камеры открыта. Зазвенела у меня сигнализация, я тоже выскочил, он успел кнопку тревогу нажать. И когда я вышел, я увидел, что уже человек 6-7 окружили его заводят в камеру. Я выбежал, зашел туда, и за мной сотрудник, который оставался, закрыл отсек, чтобы другие не имели возможности выбежать. А он вышел наружу, в дежурную часть МВД, чтобы сообщить, что внутри захват. Заперев охранников, преступники освободили остальных заключенных. Вскоре в одной из открытых камер они обнаружили огромный склад оружия, ранее изъятого у населения республики. И вот 70 вооруженных до зубов преступников крушат помещение изолятора и жгут уголовные дела. Требование такого было лишь бы куда-то уйти, уехать, скрыться. Потому что сидели люди, совершившие особо опасные преступления. То есть убийство, более лиц, разбой, грабежи, но по тяжким преступлениям особо был. Бунт возглавляли 2 рецидивиста, приговоренные к смертной казни за многочисленные убийства – Прунчак и Дзидзария. Всего же в СИЗО находилось около 70 человек, осужденных за особо опасные преступления. Бандиты требовали предоставить им коридор для ухода в горы, в противном случае обещая расправиться с заложниками. Штурм изолятора грозил большими жертвами. Ситуация осложнялась еще и тем, что вокруг СИЗО стали собираться люди. Сюда пришли как родственники бандитов, так и их жертв. Все прилегающие улицы были забиты любопытными. И поэтому мы выставляли оцепление из числа личного состава. Обстановка накалялась с каждой минутой. Стало ясно, что местные силовики самостоятельно решить проблему не смогут. Из Москвы были переброшены бойцы спецподразделений КГБ и МВД СССР. Операция по обезвреживанию преступников началась 15 августа. Бандиты потребовали вертолет, а в качестве транспорта к нему выбрали микроавтобус. Спецназовцы предварительно заминировали транспорт так, чтобы оглушить заключенных, не навредив при этом заложникам. После взрыва сразу же начался штурм автобуса, во время которого были убиты зачинщики бунта. Следом начался штурм СИЗО, где находились остальные преступники. Спецназовцы подорвали полы, забросали комнаты шумовыми гранатами и проникли внутрь. Бунт, длившийся 5 дней, был подавлен буквально за несколько минут, без потерь среди заложников и силовиков. Эсма Голанзе, Абхазское телевидение. Российского журналиста Семена Пегова задержали во время протестов в Минске вечером 9 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Он опубликовал кадры задержания Пегова. Поэт и военный корреспондент российских федеральных телеканалов Семен Пегов с 2008 по 2013 годы жил и работал в Сухуми в телекомпании «Абаза ТВ». В Беларуси 9 августа
августа состоялись выборы президента. После закрытия участков в Минске и других городах начались беспорядки, продолжавшиеся до утра. Недовольные организацией результатами голосования граждане вышли на улицы. Для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как сообщает РИА Новости, по всей стране задержали около 3000 человек. Возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Физическое насилие и задержание журналистов, освещавших выборы президента Беларуси, осудил Союз журналистов Абхазии. Из открытых источников нам стало известно, что среди тех, кто подвергся насилию и задержанию, наш коллега Семен Пегов, который начинал свою журналистскую деятельность в Абхазии в редакции телекомпании «Абаза ТВ», говорится в заявлении Союза журналистов Абхазии. Абхазские журналисты призвали белорусских коллег выступить в поддержку освобождения журналистов. В субботу после 3 месяцев реставрации в тестовом режиме был запущен фонтан на набережной Махаджиров у Абхазского драмтеатра. Работы были выполнены дорожно-ремонтно-строительным управлением администрации города Сухум. Была очищена чаша фонтана, затем очищены и окрашены грифоны и вазоны. В дальнейшем планируется обновить и освещение. Управлением горстроя администрации города Сухум также была проведена работа по реконструкции стен насосной станции. На приведение в порядок фонтана было потрачено около 300 тысяч рублей, но не из городского бюджета. По заданию главы города Сухум Беслана Федоровича Ишба дорожным управлением администрации города Сухум были выполнены работы по реставрации фонтана, то есть были проведены работы по его очистке, была полностью очищена чаша фонтана. Также затем проводились работы по очистке и окраске элементов фонтана. Это были окрашены грифоны и вазоны, которые окружают фонтан. После этого в субботу мы провели запуск фонтанов, проводили настройку струй, которые извергают грифоны, чтобы они били ровно одинаково. В данный момент фонтан работает в тестовом режиме, так как в дальнейшем планируется замена освещения также фонтана, пока он будет работать в тестовом режиме. И данные работы финансируются не за счет городских средств, не за счет бюджета города, а Беслан Федорович Ишба находит иные источники финансирования, с которых будут оплачиваться данные виды работ. Специалистами столичной администрации восстанавливается и остановка общественного транспорта по проспекту Аяйра напротив торгового центра «Сухум-Прибор». Здесь будут установлены новые скамейки, уложена брусчатка, а настенная мозаика отреставрирована. Длина остановки составляет около 14 метров, ширина около 5 метров. Строители обращаются к горожанам с просьбой не портить рекламными объявлениями мозаичное панно, а также стены восстановленных либо вновь построенных столичных остановок. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Временами возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 24-29. Температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.